мы видим, что есть элементы практически национального бедствия, когда наши граждане, ничего не подозревая, когда добровольно выдает пароли, коды, вследствие этого на него обрушивается огромная беда. Поступила к нам жалоба гражданина Г, которому 90 лет, доктор наук, профессор, и он стал жертвой такого циничного по своему содержанию, вопиющего преступления. Вследствие этого гражданин, к сожалению, поскольку его ввели в заблуждение, якобы сотрудники правоохранительных органов, продал свое единственное жилье за полцены ниже рыночной, и более того, полученные денежные средства сам лично отдал преступнику. Мы незамедлительно, конечно, связались с гражданином, обратили внимание на то, что к тому моменту, хотя все преступные действия начались в феврале текущего года, а к маю месяца не было принятого решения о возбуждении уголовного дела. Обратились к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Николаевне Москальковой, и в мае месяце по итогам нашего обращения незамедлительно было возбуждено уголовное дело. В рамках уголовного дела назначена судебная, то есть психолого-психиатрическая экспертиза, проводятся определенные следственные действия. И, конечно, мы все сейчас заручились терпением, потому что на все это нужно очень внимательное и юридическое отношение. Мы обращаемся к государственным структурам, финансовым структурам, что все-таки на сегодня требуется принять дополнительно комплекс мер, чтобы была выработана правильная позиция судебных органов с точки зрения защиты прав граждан, именно имущественных прав. Потому что с этим связана и судьба людей, и жизнь людей. Наши, в частности, пожилые граждане, воспринимают такие действия мошенников, действия преступников, как угрозу их жизни и здоровью. К сожалению, есть, мы знаем по нашей стране, трагические факты, когда люди принимают решения, которые несовместимы с жизнью. И я думаю, что общими усилиями мы сможем противостоять этим преступникам, по сути дела, этим врагам, которые сегодня нарушают наши с вами права. Народный фронт запустил такую программу, как «Мошеловка». И есть сайт moshelovka.ru, на котором можно внести данные телефонов, с которых вам звонят мошенники. Это действительно механизм, который помогает как минимум защититься от мошенников, а прямо уменьшить количество хотя бы тех номеров, блокировать номера, которые используются как инструмент для мошенничества. Давайте не будем забывать, что все украденные деньги у жертв, которые пострадали от дистанционного мошенничества, они идут на Украину. И каждый рубль, отправленный на счет мошенников, это пуля для русского солдата. Я об этом не устану говорить, я об этом буду говорить постоянно, потому что только так мы сможем остановить, хоть как-то предотвратить вот эти вот мошеннические схемы, и чтобы действительно побудить людей не отвечать на звонки. Ведь от вас что требуется? От вас требуется только одно – не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Все, больше ничего. Потому что пока их оружие – это звонок на мобильный номер телефона. Или это обращение через мессенджер. Или это обращение через социальную сеть. Но мы все равно, их оружие – это наш телефон. Наш телефон. Не их телефон, а наш телефон. Потому что деньги, которые они воруют у нас, они потом используют против нас. Против каждого человека, который живет в России, против каждой семьи, которая живет в России. Вот это надо понять. И только вот я уверена, что когда вы посмотрите, да, когда вы меня услышите, я уверена, что вы поймете, чего они добиваются. Я приглашаю на сцену наших гостей, которые сегодня примут участие в пленарном заседании. На сцену приглашается временно исполняющий обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Игорь Васильевич Юргин.
Я приглашаю на сцену Антона Анатольевича Коноплева, управляющего отделением Банка России по Республике Саха-Якутия. Приглашаю на сцену Сергеева Ивана Анатольевича, старшего советника юстиции. На сцену приглашается Матвей Васильевич Алексеев, подполковник полиции, начальник УБК МВД по Республике Саха-Якутия. На сцену приглашается Сардана Михайловна Гурьева, уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия. Модератором сегодня буду выступать я, Якушева Рита Михайловна, активист, волонтер финансового просвещения. И тема нашего форума сегодня — это обеспечение безопасности граждан от действий мошенников. Наша повестка сегодня. Мы будем говорить на тему «Актуальные вопросы по обеспечению безопасности граждан от действий мошенников». Мы будем говорить сегодня об инициативах Банка России по противодействию кибермошенникам. Также мы поговорим об актуальных вопросах профилактики и противодействия кибермошенничеству в нашем регионе. Перед нами выступит Сардана Михайловна Гурьева. Мы расскажем, как Народный фронт работает в направлении защиты граждан от кибермошенников. По итогам нашего форума мы вынесем предложения, которые будут представлены главе Республики Саха-Якутия по дополнению законодательства, которое действует сейчас на территории Российской Федерации и в нашей республике. Я приглашаю выступить со словом Игоря Васильевича Юргена, временно исполняющего обязанности министра по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия. Здравствуйте, дорогие друзья! У меня больше обращение к вам, к молодежи. Эта информация больше подходит для вас. Информация мая 2024 года по поручению главы Республики Саха-Якутия был организован Центр информационной безопасности. И подведомственном учреждении Республиканского центра психологии со штатными единицами, с 3 штатными единицами. Основной целью ЦИБа молодежи является выработка и реализация комплекса информационно-аналитических, программно-технических и иных мер по снижению негативного влияния распространения в сети интернет, информация, причиняющая вред здоровью и развитию молодежи, а также снижение деструктивной активности молодежи в Республике Саха-Якутия. Главной задачей ЦИБа молодежи является мониторинг общедоступного открытого сегмента информационно-телекоммуникационной сети интернет на предмет выявления фактов распространения информации, причиняющей вред здоровью, развитию молодежи, источников распространения такой информации, установления молодежи, подвергающихся влиянию этой информации, а также фактов противоправной и антиобщественной деятельности молодежи. Для обеспечения работы ЦИБа молодежи в июле приказом Минмолодежи утвержден порядок взаимодействия органов исполнительной власти, правоохранительных органов и заинтересованных лиц в целях обеспечения информационной безопасности молодежи в сети интернет. Список был согласован со всеми заинтересованными лицами. В соответствии с вышеуказанным порядком подписаны соглашения об информационном взаимодействии между исполнительными органами власти, правоохранительными органами и заинтересованными лицами, субъектами профилактики, также между муниципальными районами и городскими округами. 4 июля 2024 года между Республикой Саха-Якутия в лице главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева и автономная некоммерческая организация Центр изучения сетевого мониторинга молодежной среды подписано соглашение о взаимодействии. На основе соглашения получен доступ к программе «Сигнал». Кроме программы «Сигнал», сотрудники ЦИБа молодежи работают по программе «Лаплас Демон», система мониторинга и анализа социальных медиа, приобретенных в рамках госпрограммы «Профилактика правонарушений в Республике Саха-Якутия». В целях совершенствования форм и методов работы по обеспечению информационной безопасности молодежи Республики Саха-Якутия и оперативного взаимодействия от 6 августа 2024 года утвержден приказ Минмолодежи о создании рабочей группы оперативного взаимодействия по работе Центра информационной безопасности. На сегодня Центр информационной безопасности молодежи обеспечен средствами криптографической защиты информации сети. На 25 ноября 2024 года по результатам мониторинга выявлено 23 инцидента.
который делится по следующим кластерам. Суицид 10, из них несовершеннолетних 8, из числа молодежи 2. Наркотики 5, из них молодежь 3, взрослые от 35 лет 2. Национализм 4, из них несовершеннолетних 3, молодежь 1. Интимные переписки интимного характера с деструктивным нарушением 3, из них молодежь 2, взрослых от 35 лет 1. Скул-шутинг 1, из них он несовершеннолетний, 1 человек. Возрастная категория несовершеннолетних 12 человек, молодежь до 35 лет 8 человек, взрослые от 35 лет 3 человек. После выявления инцидентов вся информация направляется в Министерство внутренних дел по Республике Саха-Якутия, Федеральную службу безопасности, Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия и главам муниципальных образований городских округов для проведения проверки и принятия мер по организациям. Также сообщаем о том, что в адрес органа исполнительной власти в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений в Республике Саха-Якутия» направлена соответствующая заявка о включении мероприятий в государственную программу «Профилактика правонарушений в Республике Саха-Якутия». С указанием показателей результативности мероприятия на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 год согласно прилагаемой форме мы в дальнейшем вкладываемся еще в одну программу, по которой я не могу озвучить данные. Хочу призвать вас в безопасной среде интернета помнить о том, что вы оставляете каждый цифровой след именно в сети интернет, о том, что вы вводите в поисковых запросах, о том, что вы пишете. Это все остается в архивах, и нужно перед тем, как что-то сделать, нужно об этом подумать. Сначала здесь есть такая поговорка: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. И эта поговорка очень хорошо складывается именно действием сети интернет. И то, что вы сейчас производите там, оно в дальнейшем имеет такой накопительный эффект. И в дальнейшем может негативно где-то в взрослой жизни отразиться против вас. Спасибо за внимание. Вы очень правильно заметили, что у нас сегодня присутствуют студенты. И это студенты не просто дети, а студенты Якутского колледжа инновационных технологий. То есть это наши будущие защитники, можно так сказать. И тема кибербезопасности, она не только важна, да, для вас, ребят, но это часть вашей будущей профессии, я так думаю.